السلام عليكم ورحمة الله. Değerli Esko Doktorlar Murat. Assalamu alaikum. Veji, veji. Ваша дали, так сегодня. Ваша дали схвалом, дали это было. Так, хочу попробовать от лампы отцас. Вывер, лампа блогера Оли. Сейчас покажу. Вот если так. Вот она. Так. Сейчас пытаюсь понять, как с ней снимать. Так, комментарии я так видеть не буду. Попробую войти через другой телефон, если так будет получаться. О, есть. Так, комментарий еще и. Ассаламу алейкум. Так, худяш ты шо? Ассаламу алейкум. Макшай. Худяш ты шо? Ассаламу алейкум. Макшай. Эксперимент. Ой, силами ебать. А канал вообще мой, да, забросите нас, что куда Дерисов. Зато демо онлайн футболками нас. Валейкум ассалам. Смуэ, да. Так, звук плохо я. Новую. Так. Попробую потихоньку, что просто так эфире волша. Аса тинц халхсан сайта парот сайта разные темы, что освещать я что чё, что камел дойл яйца он дальше, что есть камел довол дальше са смысл туда бехай халх если катание свет был цахляха хинц Тарим Асум Ол Шамер Грозного сказал, Богша уже темно шел, так сумдела с Халсан темныш эйс яйца и шумкайча, сунох нах чо хаузам хилмекшку сумдела тамяла ларлуш что шуса. Но инц татна ваш цан договориться для нас цара для канала видео шо ходил. Так цан договориться для нас. Каждый чего примерно кирнах цац видео я ходил для канала. Каждый чего ца историку его то первое видео выставить иншхана гурдушун милу. Ца историку вощи сана осту цар шашиштю ходил разные темы шхарю хаусадуй. Так помимо этого соишь нога связи волшхару дал мула. Юга в Салман в демок онлайн в расследовании шесть что шел Салман тоже то что я шел расследование шеша на лохше гундолшха на то снимать ирю стадим канал юрния мой да вернуть к жизни попытаемся. Вот Аделка на этом цене за эти несколько лет 63 тысячи подписчиков Овшахам Катир, но, как бы сказать, последние года полтора, даже два, Арса Халсан Парот канал, да, вот разные темы щица сай уже Болха Волша, эту будет стела, что легчук сай. Так, вот такие дела. Куда что сюда махата хватишь? Там хач. Так, салам маршал хил. Делир маршал хойшу масарна. Делир схол. Архум лилесум пока цай мушун боди бич. Арлан фигари. Чо ногам юр. Проблем шоко.
поводу. Цвет, похоже, не очень хороший. Сейчас будем его стараться исправить. Так. Так, еще хуже, да? Так, еще хуже. Иса Дадашев, Дейресхол. Так. Иса, ты считаешь имама Шамиля героем Л. Я считаю точно так же, как считают чеченцы. Считаю ровно точно так же. Никакой разницы. Так. Надо на лампу повесить белую ткань, чтобы свет не был слишком ярким. Ага. Так, Сундализок, подсказать делаешь, а то Сунцагашун, если честно. Так, привет, Даймовк онлайн, спасибо большое. Так, надо будет в следующий раз поискать эту белую. Ну, посмотреть, какой лучше подходит. Посмотрим. Так, валейкум ассалам из Каракалпакии. Так. Из-за имама Шамиля и так и без меня споров более чем достаточно. Я не хочу сейчас отвлекаться на эту тему. Я понимаю, что это провокационный вопрос специально. И вы прекрасно знаете, как считают чеченцы. Поэтому давайте не будем. Так. Вот видите, мои подписчики говорят. Вот мои подписчики говорят, что это провокация. Ва алейкум ассалам, Башкортостан. Ва алейкум ассалам. О, здесь уже показывается. Можно просто бумагу повесить, говорит Хаси. Так, в следующий раз, да, Аллах, постараемся. В следующий раз постараемся. Подальше можно поставить лампу. Лампу, просто эти крепления, они на самой лампе. Если поставить лампу подальше, то я, по крайней мере, там точно не буду видеть. И голос, наверное, будет не так хорошо записываться. Голос нормально слышен. Голос нормально слышен. Вот Юсупов 95 ответил. Так. Айса, как погода? Дела прохладно, если честно. Отключить лампу. Если отключить лампу, то... О, а по-моему, без лампы лучше, слушай. Как у мэра города хватает времени на подписчиков. Даже без лампы лучше. Да, а зачем я ее покупал, интересно тогда. Я думал, а сам добыл шваларом отсюда. Целых 5000 за нее заплатил. Нет, 4500, по-моему. Так лучше, действительно. Вот. Лучше без лампы. Хорошо, все, будем лучше без лампы. Дейл рейс хойл. Им шварт хадарая 5000, знаешь. Лампа Аладдина. Так. Однажды я как-нибудь запишу отдельное видео. Однажды я много месяцев сидел и просил Всевышнего, чтобы он подарил мне работу зарплаты в 5000 рублей. Так. Чтобы он мне подарил работу за 5000 рублей. Очень долго просил. И
Всевышний мне ее подарил. Иса вин дедуса тоуса сете Адам леу львов. Адам дал духу ахойл, дал дек алойл, вин деде лаха, лев львов, ник у человека. Адам, у него день рождения. Уба. Ага. Дал дек алойл. Иса, какая у мэра зарплата? Чуть больше 50 и чуть меньше 60 тысяч. Скажем так. Так, Иса Прабхай Сангура Биноевского ца истории царетки. Дела, суна, конечно, царетки истории шпаэйцаха, но я договорился с очень уважаемым мной человеком, который занимается историей, договорился, что он будет снимать. Он обещал каждую неделю или неделю или полторы он обещал по одному видео снимать для нашего канала специально и будет рассказывать разные случаи из истории нашего народа, да, Алмула. Он цой царишон истории шварт. Так. Иса коронавирус цани лару ашюй. Так. Так, Иса маскныш. Так, коронавирус цани. Скачун дал, у нас ситуация неплохая, скачун, но чолардал дешдушун. Очень сильно надо беречься, очень сильно надо смотреть. Коронавирус болезнь очень опасная. Я вот знаете как, весной, в марте, когда приступил к обязанностям мэра, брат Иса Йоэл Лев Львов, ник у человека, зовут его Аслан же или Адам его зовут. Просит поздравить с днем рождения. Адам Годал Декал Ойл, Лев Львов, Дал Декал Ойл, Винч Денцан Дал Дукуахол. Поздравил. Так, насчет коронавируса. Коронавирус очень опасная болезнь. Варилаш, ларлулаш цунах. Я весной очень сильно старался от него защититься, постоянно эти маски носил, там, через каждые 20-30 минут шел обязательно руки мыть там, с мылом, там, старался дистанции держать, из-за этого мало что получалось, потому что когда знакомые, незнакомые люди подходили здороваться, ты не скажешь, уйди от меня. Они подходили, здоровались, так, из вежливости я отвечал рукопожатием, объятием, все. Но по возможности старался все-таки соблюдать вот эти нормы. В марте не заболел, в апреле не заболел, в мае не заболел. Уже июнь настал, думал, все нормально, уже тагма цагала. И 10 июня понял, что у меня температура поднялась, понял, что уже третий день где-то совсем нехорошо, проверился, оказался коронавирус. И это самое. И получилось так, что, в общем, плохая эта болезнь. У меня где-то 25-30, так, Иса ахаркаться перестали, перестал тот, у кого воспитание перестал, у кого нет воспитания, тот не перестал. И, в общем, такая ситуация, что заболел, и эта болезнь оказалась на самом деле очень нехорошей вещью. У меня не было там недостатка кислорода. Волчара, Зид, Иса, читай мой вопрос. А что за вопрос был, повтори. И это силы отнимала полностью просто силы отнимала. Так, очень трудно было на самом деле. Халун дариха знаясан. И Иса мышьян чуах, шей семья, вюдж халич, мас халиези. Так, простих чуть выше. Простих чуть выше, я не буду перематывать. Повтори, пожалуйста. Так, вот. Так, про с семьей в машине
если ехать, вопрос. Лучше, чисто из практики, с семьей вы, не с семьей, но если больше одного человека в машине, лучше будьте в это время в масках. Правила там могут меняться, но человек, который, допустим, стоит на посту, и у него конкретное задание, поручение, если едут в машине двое и более людей, и если нет масок, то надо их остановить, там, и штрафовать, и какие-то санкции применять, то практически каждый, кого остановят, они скажут, что они родственники. Проверять документы начнут, там у кого-то они будут, нет. Это, каждый второй, как минимум, скажет, что это родственники. И в конце концов и верить настоящим родственникам перестанут и будут просто-напросто документы каждый раз проверять. Лучше, если вы, там, поездка небольшая, обычно бывает там из пункта А в пункт Б, лучше одевайте маски в машине, если едете двое и больше человек обязательно. Так, Айса, на улице 30-й участок в корпусах ничего не меняется. Там пока не планируется какая-либо масштабная реконструкция на 30-м участке. Реконструкция со временем будет везде. Но пока там не планируется, там, ничего и не будет пока меняться, пока нет какой-то программы нет. Так, с этими программами на самом деле, так, Айса, насчет ребят, что в середине года в Краснодаре участвовали в перестрелке, посадили уже неизвестно на каком этапе суд, и у них чем все закончилось. Мне их отец Харман звонил буквально минут 15-20 назад, вот я последний раз сейчас с ним разговаривал, он говорит, что сейчас в Ростове у них суд идет, как бы по его мнению, по мнению Харуна, дела идут у них неплохо, он так говорит, но он просил еще раз обратиться к представителям главы республики в Ростовской области, как бы спросить у них, как там у них ситуация. В общем, я завтра свяжусь, будем выяснять, смотреть. Ишталду. Но бадик здесь, лема таирдус, хадючтул, ума царах цаца Сирии, волан хилли, цун доказательства шкарини, что элла, цик ситуация, дикятцам багарчер, халхо бадик дич. Я ужасно боюсь заболеть, у меня хоть и сырость, да и лайб, дикая сырость бадик дич. Нельзя построить пешеходный тротуар, чтобы люди могли прогуливаться из самого 36-й участок в Махардуе в ближайшее время. 36-й участок Старопромысловский, или 36-й участок. В следующем году будет реконструироваться Старопромысловское шоссе, допустим. В следующем году в поселке Калиина будут вот эти длинные, то ли 2, то ли 3 дороги будут асфальтироваться. Разный план, чем и в следующем году будет реконструироваться даже полностью улица Ашхабадская в поселке Алды, раньше Черноречья. В следующем году будет реконструироваться вот эта вот центральная аллея по проспекту Ахмата Хаджи Кадырова от Луча и выше, туда в сторону больницы Архцигахалов, по крайней мере. И эти, и разные еще другие проекты будут идти. И в этом году уже работа идет, в следующем году будет. Так, в Октябрьском по улице Гудермесская улица очень плохая. Так. Нельзя бы грейдером приравнять. Так. В Октябрьском районе Гудермесская улица. По поводу Холсардуа я сейчас все это не запомню, если честно. Так, я, честно говоря, планировал, что Даймок онлайн будет не о дорогах, не о кафеле в подъездах. Я думал, что Даймок онлайн будет о других вещах все-таки. Но мне задают больше вопросов вот такие. Я даже собираюсь
еще один канал открыть. Я хочу Даймок онлайн, чтобы он у нас был чисто все-таки о внешних наших делах для наших соотечественников, которые проживают за пределами республики. Ну, ты же наш мэр. Нет, да задавайте, на какие темы можно вопросы задавать. Ну, задавайте, пожалуйста, на любые темы вопросы. Я что знаю, то отвечу, что смогу, то отвечу. Но просто все-таки Даймок онлайн, я, допустим, обычно, если вот взять, вот у меня страница в Инстаграм, так, сейчас. Страница Инстаграм, вот она у меня. isa.patriot называется. И там мне в директ пишут вопросы, задают разные. Я вот в Инстаграм на странице isa.patriot, там я по утрам выхожу, прогуливаюсь в определенных местах. Кто-то из вас, наверное, видел. Смотрю где-то что-то. Так, а там мне в директ вопросы присылают, в комментариях вопросы присылают. Так, когда-нибудь в жизни на Катаяме положат асфальт. Да, змеи не ловил в последнее время. На Катаяме когда-нибудь в жизни, немножко неправильный вопрос. В Волцунах. Старопромысловский район, вот в этом году и в прошедшем году несколько десятков детских площадок сделано. Большинство вот дорог, которые были асфальтированы в этом году, они были асфальтированы именно в Старопромысловском районе. Потому что во время вот разных прежних событий у нас больше упор делался на Ленинский район, на Октябрьский район все-таки. А Старопромысловский, он больше оставался, валейкум ассалам, Старопромысловский из-за того, что там мероприятий всяких там проходит меньше, он оставался. В этом году, да и в прошлом году тоже больше упор был сделан на Старопромысловский район. Много дорог там асфальтировали, много улиц там, где-то библиотеку открыли, Викинг онлайн, алейкум ассалам. В общем, много чего было. Троллейбусы будут у нас когда-нибудь. Троллейбусы, у нас транспорт, ведение Министерства транспорта, этим не мэрия занимается. Я вопрос троллейбусов тоже поднимал в разговоре с министром транспорта. Они, волшебник Малаций Дикамела, они в этом плане работали, у них есть программа, проект, вроде бы что-то получалось насчет насчет троллейбусов, но потом у них программа сорвалась, не получилось у них. Так, пока вот троллейбусы пока не планируются, но со временем все равно во всех аспектах городской жизни в любом случае надо будет меняться, все время меняться к лучшему. Бислан Бердукаев, ООН. Салам алейкум, мэр лучшего города. У нас действительно замечательный город, который я очень люблю. Так, Айса, ассалам алейкум, видел тебя пару раз, инспекции, и по бульвару приятно было смотреть на твою вежливость. Так, смысла в троллейбусах нет. Ну, допустим, сейчас больше смысла было бы в электробусах. В Москве, допустим, я видел электробусы, в других городах они ходят. Они как обычные, может быть, автобусы, но они на электрической тяге, но они, говорят, очень дорогие просто. И мы пока их не тянем. Так. По жалобам с ИК разных наших заключенных хотелось бы, чтобы вы очень серьезно помогали ребятам с Кавказа по всей России, чтобы не относились к осужденным плохо. Аллаху удойлцан. Так, Кавказ Тюб. Уважаемые, у нас реально ни у нашего канала, ни у мэрии, ни даже у представителей главы в регионах нет полномочий на это. У нас нет права на это, чтобы решать какие-то вопросы в тюрьмах, колониях.
На самом деле нет. Так, мы используем все там любые возможности, мыслимые, немыслимые, чтобы что-то сделать. Подключаем правозащитников через, опять же, через уфсиновцев какие-то меры предпринимаем. Где-то что-то получается у нас. Были случаи, когда очень даже хорошо что-то получалось. Вариантов, когда ничего не получалось, было гораздо больше. То есть это не наше, у нас нет таких полномочий, у нас нет таких возможностей. Поэтому мы делаем то, что мы можем, через представителей главы республики делаем, через другие какие-то каналы. Но тхбок ваячун илилда, тхбок уйолш лилуш дачуны. Цацана это был, цацана это цабол. Так, международные рейсы открыты у нас, да, международные рейсы открыты. Так, ассаламу алейкум. Иса аус Дойчланд. Алейкум ассалам. Метро Езуэн. Вот как раз нам метро и не хватало. Так, электробусы лучше, но они дорогие. Автобусы вам невыгодны, платить надо шоферам. Так, это вопрос явно не ко мне получается, наверное, а тем, кто задавал вопросы. Маш, Вова, если выглядишь молодцом, пробежки дают результат. Не, на самом деле я не бегаю, не люблю бегать, я хожу. Мне все-таки уже 51 год, и бег, мне кажется, не самое лучшее решение. Я хожу, я стараюсь в день проходить более 10 тысяч шагов. Когда-то получается гораздо больше, когда-то чуть меньше получается. Вот как-то так. Старые промысла можно было бы до Беркута запустить трамвай, но есть проекты поважнее. Электробусы дорогие, они просто не окупятся. Правильно говоришь, мне это то же самое министр транспорта сказал. Так, со документов Цахума Мадацо Хаприома Махалир после приема несколько месяцев прошло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мухаммад Улубаев. У документ тут и ваше. У документ тут и. Гуолсона, вы вот того прошлый пишите, пожалуйста. Хок ашитязя шега, это у меня исчезнет, когда я видео уже выключу, все, что вы пишете вот сейчас на экране, это все исчезнет, я потом не смогу это все посмотреть. Потом, так. Ассаламу алейкум, если нет своего жилья, чем могут помочь? Да, yok проблем, Мишун. Почти что 15 тысяч семья Юкой, еще со времен войны на очереди лечь. И Волцунаха. Айса, правда, что у тебя охраны нет? Ну, это не совсем правда. У меня на самом деле есть охрана. Охрана у меня 2 человека. Они просто работают. Днем они, когда я прихожу на работу, как они утром на работу приходят, днем они со мной ездят, ну, как в качестве помощников. Вечером я их отпускаю домой. После 6 я, когда куда-то ухожу, я без охраны. И до 9 часов, когда я куда-то хожу, я без охраны. Они фактически не охранники, фактически водители, помощники. Вот так. Я так просто думаю, что мне охрана не нужна, я на это надеюсь все-таки. Так. Вот. Так, годовой бюджет Грозного. Кавказтюб. Так, я вот честно юридически не знаю, имею я право его озвучивать, нет. Я уточню у юристов, имею я право его озвучивать или нет, и в следующий раз скажу. Так. Беслан, ДРС, Беслан. Так. Если, я считаю так, если пришло твое время, то никакая охрана тебе не поможет, потому что ты можешь умереть, сидя у себя в кресле в своем кабинете. Если твое время не прошло, то тебе, опять же, ничего не нужно, мне так кажется.
Так, Исаак, когда у тебя прием, как записаться? Прием у меня официально бывает каждый первый понедельник месяца. Как записаться? Это надо приходить, прийти в 118 кабинет в мэрию, вот там записаться. Так, можно было бы, конечно, по интернету записаться, но есть некоторые причины, по которым по интернету пока не записывают. Вот такие моменты. Так, Иса, ассаламу алейкум, от кашля масло Арафат, Дикдон, это продается торговый дом, минутка, масло Арафат. Хорошо, посмотрим. Но у меня есть один большой минус. Я если это масло куплю, я его выпью один раз, может быть, 2 раза. Но в 3-й раз уже сумма, договор даться. У меня, я и сам покупал разные виды там жиров покупал, и разные лекарства покупал. Мне мои друзья присылали лекарства, мне совершенно посторонние люди, посторонние Богу, люди, которых я не знаю, привозили лекарства, дарили его. Я 1 раз, 2 раза выпью, а потом я просто-напросто забываю. Вот что касается насчет своего здоровья и лекарств, я в этом плане очень, скажем так, необязательный. Так, чего ему бояться, он пока известен лишь с хорошей стороны. Дай Аллах, чтобы дальше был только с хорошей. Так, шустрее, ангел смерти, шустрее охрана это все понимает. Так. Так, новогодние мероприятия в этом году планируются. Таких вот новогодних мероприятий, как таковых, не планируется в этом году. Может быть, до этого времени что-то изменится, но таких массовых мероприятий не планируется. Ва алейкум ассалам, Афганистан. Алейкум ассалам. Какие проекты намечаются, Старк Франс, по благоустройству города, так, в общем, и по республике, куда лучше инвестировать? Какие проекты? У нас пока что ежегодно 42-44 улицы. В этом году асфальтировалось 42 улицы, в следующем 44. Но это будет по программе федеральной. Будут снова у нас, в следующем году мы будем продолжать асфальтировать разные улицы. В следующем году, я говорю, 44 улицы будет заасфальтировано. Будет реконструировано несколько таких проспектов. Это и в Черноречии, в Валдах, раньше Черноречье назывался, и проспект Ахмата Кадырова от Луча и выше, это Старопромысловское шоссе, будет реконструироваться. Дальше будет продолжаться строительство там детских площадок, определенное количество. Будет продолжаться благоустройство разных дворов. Делир Маршал Хуил, алейкум ассалам. Будет продолжаться благоустройство разных дворов. В общем, общее благоустройство города будет продолжаться. Так, улица Ашхабадская будет до леса ремонтироваться. Да, я вот проект видел, но вот я не помню, до какой улицы она. Я вот сейчас не хочу соврать, сейчас вот точно не скажу. Так. Хоть кто-то задал нормальный вопрос про жену. И вот так, зачем проекту лучше бы уровень жизни людей повысили? Да, это было бы, конечно, хорошо, если бы у нас уровень жизни людей повышался по мере как можно больше. Если объекты строительства города, которые были выставлены на торги в связи с банкротством застройщика. Так, Тайр. Может быть, я не такой хороший мэр, и на все эти вопросы ответить я прямо вот так вот не смогу. Если вы мне напишите эти вопросы
допустим, директ на странице моей isa.patriot, то тогда я задам этот вопрос соответствующим нашим специалистам и отвечу на них. Так, Исла, слышал ты про двоих парней, которых арестовали за похищение девушки в Краснодаре? Нет, Цахайза. Так, Цахайза. Так, улица Боевая, говорят, несут. Это правда или нет? Так, Боевая, ну, сносить там не собираются, но со временем там планируется немного другое, как бы, другое направление строительства. Иса, когда наш небоскреб Ахмад Тайр украсит наш город. Так, они сейчас в основном заняты на строительстве Грозный мол. Грозный мол, да, весной следующего года уже окончательно откроется. Там строительные работы-то внутри все завершены, но из-за пандемии вот эти вот разные магазины, они же не местные были, это вот из других регионов федерального значения, международные бренды. Из-за пандемии они не смогли зайти и как бы реконструировать, как бы устроить свои магазины. Поэтому сейчас они работают, и весной следующего года, да, все это откроется. Потом уже как бы строительство, дальше продолжится строительство Ахмад Тауэр. Там, я не помню сейчас количество, 160 или тем сваи, если не ошибаюсь, там шириной 1,5 метра и глубиной там метров 60, по-моему, они забиты, в общем, первоначальные работы, изыскания и работы под башней Ахмад Тауэр уже сделаны, так, подземные. Дальше уже будет и фундамент, и все остальное. Так. Так. Так, 10 ноября арестовали их чисто по глупости, дурачились, пошутили, говорят, посадили девушку, а она заяву накатала. Ну вот, подурачились, пошутили, и в результате заявления эта шуткой быть перестала, похоже. Так. Иса, справки, ахчмадах, али, вопрос поднять те. Так. Ху справки те, нагасан цуна ахч далдиш, да, цах. Даци, далдиш, даци, по идее, так, ниса, даци. А нагасан ще официально допустила, а тогда уже другая ситуация. Так. Так, в Москве много банкротов, застройщиков, и все стараются не выплачивать страховку собственникам. Тайр сумцунадик цачунхур дацун специалище цахата. Так, дальше. Благодарность строителям 26-й школы передают. Так, слышала, что так, не надо это озвучивать, это не будем. Так, ассаламу алейкум, подписан, не видел. Ва алейкум ассалам, Мурат Азиев. COVID-19. Что с COVID-19? Ва алейкум ассалам. Шапаев Алихан Вахаевич. Ну, знаю я Шапаев Алихан Вахаевич, мой двоюродный брат. И что? Иса, куда нужно обращаться насчет разрешения на строительство в селе Пригородном? И нужно его делать, если нет 500 квадратов. Насчет строительства, насчет разрешения на строительство, вы в любом случае обращайтесь в департамент архитектуры и строительства города Грозного. Там вам дадут ответ. Так. Ассаламу алейкум с Одессы. Ва алейкум ассалам. Одесса. Так. В поселке Калина планируется ремонт дорог. В поселке Калина, смотрите, в поселке Калина очень много жалоб, конечно, в поселке Калина, что там скопали, что там грязь. Действительно, эти жалобы правдивые. Там действительно вскопали, и из-за этого там нарушили структуру, и там много грязи. Но ситуация, да,
ситуация, да, не самая приятная. Но вопрос, почему вскопали? Вскопали, потому что нашему Министерству строительства и ЖКХ удалось пробить поселок Калина в программе «Чистая вода» на федеральном уровне. Они получили возможность заменить трубы, водопроводные трубы в поселке Калина. И они эту возможность использовали. Они это все вскопали, заменили трубы на новые, на современные, пластиковые, наверное, которые уже не будут ржаветь. Но для того, чтобы потом заново там сделать дороги, у них по этой программе этих возможностей не было. Программа по асфальтированию дорог – это уже другая программа. Это безопасные и качественные автомобильные дороги. И получается так, что вот на следующий год, чтобы мне не соврать, 2 улицы точно, а может где-то 3 и больше улицы, допустим, в том же поселке Калина должно быть заасфальтировано. В этом году, кстати, сделали там детскую такую площадку спортивную хорошую. Значит, потихоньку не слурдушун, да, алмола, потихоньку не слурдушун. Таким сатуга тишойк. Так, участок попал за красную черту, как мне его вернуть? Это уже вопрос не в моих полномочиях, честно говоря. Надо смотреть дальше. Так. Так, Иса, ассаламу алейкум. Такой вопрос. Может ли человек, допустим, с Азербайджана купить у нас землю в селе и жить? Вот такой спор возник. Юридически может. Так, есть у нас, допустим, свои обычаи, что ли. Если человек, допустим, как это сказать, в селе продает участок, то прежде чем продавать участок там, чужим людям, он сначала спросит у своих родственников, он сначала спросит у соседей. Обычно у нас в селах это как-то свое традиционное, просто так участки не продают. Человек из Азербайджана или Южноафриканской республики или еще откуда-то решил юридические вопросы, допустим, может купить участок, допустим, в городе Грозном или в другом месте, может жить, пожалуйста. Но в селах люди к своим участкам относятся у нас, чем выше села, тем более острее относятся. Так, поэтому в селах с участками немного проблематичнее. Так, улица Левандовского, когда планируют асфальтировать и будут ли вообще? У нас на сайте grozmer.ru надо посмотреть в разделе ЖКХ, там есть список дорог, которые будут асфальтироваться в 2021 году. Если Левандовского там нет, то надо ожидать в последующие годы. Так, вообще когда-нибудь будут, но когда в программу удастся внести очередную улицу, и что там дейдукой. Опять вопрос, люди в очень тяжелых условиях, там никаких условий уже не осталось, ни дороги, ни освещения улицы, старые бараки. Так, Инстаграм писал, еще не понимаю. Инстаграм, я стараюсь. В Инстаграме у меня на данный момент не отвеченных еще сообщений, не знаю сколько сообщений, но знаю количество человек. Несколько дней назад, когда я последний раз посчитал, где-то 150 человек минусовать вирус, Дина смог там ответить, что-то сделать. Оставалось 1600 человек, которые я еще даже открыть не успел. Вот Рабия Зайпулаева пишет, нет, и не ответил. Я не ответил 1600 человек в Инстаграм у себя в директе. Просто не успеваю я отвечать. Почему? Потому что, когда начинаю отвечать, то получается так, что те люди, которым я пишу, они как бы не оставляют то, что написано, они пишут снова. В результате я пишу,
я отвечаю, а их вопросы я вижу в очередной раз снова. И получается, что начинаю отвечать, сажусь, те люди, которым я отвечаю, они снова и снова пишут, и в результате, допустим, там 1600 человек, я там потратил там, час-два времени, думал, что я очень многим людям ответил, но оказалось, что я там на каких-то 20-30 вопросов, там, пунктов только опустился и все. А через там несколько часов подхожу снова, и те люди, которым я ответил, мне снова пишут. И пишут еще другие люди. Мне пишут, говорят, мэр отвечает в директе Бохша, сразу это расходится. То есть это очень трудно на самом деле. Так, 36-го бараки в станице Асинов, сырость, очень крышу меняли там. Так. Ушли бетоны, саманные. Люди живут, марафет делают, все такое. Кому обратиться про бараки? Ну, Асиновка, это, ну, как минимум, точно не ко мне, это вам надо обращаться к главе района, к Мусе Ханарику надо обращаться. И то он сможет что-то сделать, если будет у него финансирование на этот счет. Тоже какие-то программы, если будут. А финансирование Сахарича он тоже ничего не сможет сделать, к сожалению. Так, про 30-й участок. 30-й участок. На самом деле там очень много. Так. Это мой самый любимый, самый старший брат. Дересхул Алихан. Дересхул. Так. Так. Угу. Так. Хорошо, я понял. Я тоже тогда завтра проверюсь на этот, как его, на вирус. Так. Вот такие дела. Так, что пишем? Там Южная площадь, парк будет. Так, со временем, да, Алмула будет. Вот в ближайших планах не ожидается, но со временем будет, да, Алмула. Так, так, Иса, тебе известно какой-то по счету мэра Грозного? Я не знаю, я не считал. Сначала история Албахуха, я не знаю. Честно говоря, эта информация мне как бы особой пользы мне эта информация не приносила, я не знаю. Вот такие вот дела. 131 человек в эфире. Похоже, Аскайхума, Сахума Алиш, напишите мне. Вот такие эфиры, они, ну, интересны вам, полезны они, допустим, вечером, если я там на 20-30 минут, например, буду выходить в эфир вот так вот. Может, не каждый день, но потихоньку. Интересно вам или нет? Я не смогу точно отвечать. Я не смогу точно отвечать на все ваши вопросы и все проблемы, конечно, не смогу решать. Поэтому, ну, стараться буду. Очень нужны. Так, очень интересно. Очень нужно, конечно, очень интересно. Тогда буду стараться потихоньку выходить в эфир, там где-то примерно в 10 часу или в 10 часов. Буду стараться выходить в эфир, хотя бы ненадолго. Просто сегодня, несмотря на то, что вчерашней ночью я спал где-то в районе 2,5 часов, в 4 часу утра заснул, и
проснулся без 5-6. Меньше 3 часов спал, но почему-то целый день такое нормальное состояние. Главное, утром пошел на прогулку, но целый день нормальное состояние почему-то. Не знаю почему, правда. Если. В общем, буду стараться. Так, Аллах Рейсхейл, кто тебе проблемы города опишет лучше рядовых жителей? Да, Аллах Богдевич, проблемы города, в принципе, уже, а в основном хахар, если бы их можно было еще как-то больше решать, то если бы их можно было больше решать, то, конечно, было бы лучше. К сожалению, у меня нет возможности больше их решать. Мы то, что можем делать, то делаем. Иса по Старопромысловскому шоссе, дом 24, скажи что-нибудь про света и воды. А что там по Старопромысловскому шоссе, дом 24 со светом и водой? Скажите, напишите, что там, что случилось. Старопромысловская 24, что со светом и водой? Что случилось? Напишите, нет? Там уже 3-й год мучается, жили нету воды или света. Так, а номер телефона вы мне можете написать? Я сейчас передам, чтобы с вами связались. Номер телефона вы можете написать чей-нибудь? Старопромысловское шоссе 24. Каковы права и обязанности в рукаве ТАО и что надо сделать, чтобы он занимался проблемами своего округа? У тебя есть мой номер. Так, номер давайте, в общем, не хотят, ну посмотрим. Муса, ассаламу алейкум. Эфир Ауэр, Старопромысловское шоссе 24 Ибах, и там вроде бы они говорят, что 3-й год уже нет света и воды. Ну, такого, в принципе, быть не может, по идее. Но проверить не если бы не было света и воды 3 года, то взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да уж, и замбалду. Это точно. Но я, честно, не просился на эту работу. Аллах, мне даже в голову не могло прийти такое. Мне такое даже в голову не могло прийти. Алло. Что, алло? Так, ассаламу алейкум, салам маршалду Польшир. Ва алейкум ассалам, Хусейн Шатой, Польшир, док салам маршалду. Так, периодически нету, вырубает на 2-3 часа. Но вот видите, вырубает и нету 3 года света, это разные вещи все-таки. Вырубает, это другое. Наверное, постоянно перебои с водоснабжением и электричеством. Муса Хинца, перебой шубах. Перебой шубах. Ну, хаджита удут я. В чем проблема? Та руководителя хаджа, и пусть жители опросят, что случилось. Тутую Муса Бовшу, председатель городского хозяйства, председатель комитета городского хозяйства, обычно Уирина Виженвацер, Бюсина Виженвацер, самостоятельно Сахасу, я советую сюда. Ну, Инсба, я не говорю, что 3 года нет, я говорю перебои. Но раньше было написано 3 года нет воды и света. Ахмадарья делаешь Шамсула. Так, ассаламу алейкум с Краснодара. Алейкум ассалам, Краснодар. Но проблемы есть. Проблемы у нас есть, к сожалению, везде, и их очень много.
Дельфин сан вирус, да, примерно из алдук. Айса вирус кшолук киечхоли, хольшун, точно хольшун. У меня уже несколько знакомых заболели второй раз вирусом, но Дейлкан этом второй раз он был, по крайней мере, среди моих знакомых, он был не такой сильный, как первый. И сам много за что Алса и до того мы помним. Так, я еще наверху написал. Ты много за что Алса и до того мы помним. Не совсем понятно написано, Мурат Азеев. Так. Смотрите, я после скольких месяцев можно заболеть коронавирусом повторно, я задавал вопрос министру Ильхану еще несколько месяцев назад. Он сказал, что по последним исследованиям на тот момент, в зависимости от организма человека, от его защитных свойств и в зависимости от того, насколько сильно человек болел в первый раз, человек может заболеть в срок от 1 до 6 месяцев. То есть, в крайнем случае, через 6 месяцев, насколько я его понял, практически любой человек может заболеть снова. Поэтому лучше остерегаться этого. Так, хороший вопрос. Ох ты, что такое? Так, хороший был вопрос. Дон Борзини. Салам алейкум, Айса, ва алейкум ассалам. Озвучь, как должны поступать наши земляки в других регионах, которые, когда их родственник умирает, сталкиваются с тем, что правоохранители требуют проведения вскрытия трупа. Это очень болезненный вопрос. Дело в том, что когда человек умирает, мы категорически против вскрытия, а там, в разных регионах, особенно если смерть наступила, там, даже по разному поводу, может она в больнице наступила смерть, может быть это авария была, может быть человек просто сам умер дома, все равно считается, что нужно делать вскрытие. И там ситуации такие, что если, допустим, в морге или где-то вам отдают тело без вскрытия, то у людей, которые должны делать эту работу, там у них у самих могут быть проблемы. Поэтому они не хотят с этим связываться, они боятся отдавать тело родственникам без вскрытия. И очень много проблем по этому поводу было, очень много вопросов было. Ночью мата эрдуас, цейра по идее бокояти хадал. Шей закон шахле, че бокояти хадал. Ушей вскрытие ешбу, так мадердич. Так шейна ويلا أحتلا إمية كوشتا تابل شح بحش حدل تابل شح بحش حدل وقنا هم تصديش حدل تبحش تعجم خادنا ولا تبحن دعية تصور شق دوخشين لا أشوت نستيت أكيد حلت سر разные ситуации شخص تابل شح أصنخ وجه شيء أخش دقة عما искрите цирк أخش دوخش متكش خايل لدوي разные ситуации. Так, как правило, любой регион нахал авторитетный лилхуша. Вот надо через них стараться как-то выходить на них, эти вопросы решать. Нам, конечно, ваш кашель мне не нравится. Что-то мне самому тоже не нравится, если честно. Вот он буквально сегодня у меня что-то начинается нехорошее. Так, хотел спросить по поводу асфальтирования Декабрьской улицы. Руссан. Я вот не скажу тебе на память по поводу асфальтирования Декабрьской улицы. На сайте Грозмэр надо поискать информацию об асфальтируемых улицах на следующий 2021 год.
И если там не будет этого, то, возможно, будет в последующие годы. Точно обещать не могу, надо смотреть тебя. Так, хочу быть вашим помощником. Так, кстати, одно предложение, особенно молодых людей, касается. Если вы, допустим, хотели бы открыть свой канал на YouTube, и у вас есть какая-то идея своя есть, есть своя какая-то идея, вы хотели бы снимать там какие-то видео, какие-то ролики, но сначала начинать очень трудно, допустим, вы можете обратиться к нам на канал, можете снимать видео, допустим, и снимать видео пока для нашего канала. В общем, это самое можете пока снимать видео для нашего канала, как бы, нам будет разнообразие на канале, вам будет практика. А потом, через, не знаю, несколько месяцев, допустим, вы наберете у нас свою аудиторию, которой будет нравиться то, что все-таки у нас 63 тысячи подписчиков, а вам придется с нуля начинать. И наберете уже как бы себе аудиторию, которым нравится наше видео, потом раз возьмете, скажете, что вот мы открыли такой-то канал, теперь дальше мы будем выходить на таком-то канале, давайте подписывайтесь на наш канал. И у вас сразу же определенное количество подписчиков, да, я думаю, на канале появится изначально. Вот можете вот так вот. Так, давайте не будем загружать айсов. Без 20-12. Давайте действительно не будем меня загружать. Можно я пойду отдыхать? Я вчерашней ночью только меньше 3 часов спал. Сегодня, может, получится чуть больше. Так. Мне немножко уже что-то нехорошо. Я, наверное, пойду. Ты пропустил мой вопрос 23-29. Уерте, Дависек. Так, что за вопрос 23-29? Что там такое случилось? Так. Двадцать 29. Да нет, не вижу я там никакого вопроса. Я перемотал, но что-то я вопроса не вижу. Так. Вежери тоба айса, канал обзор вежери тоба войнах. Вежери тоба войнах, да? Вежери тоба войнах. Сейчас посмотрим. Так, мечайра, да? Так, не так. Так, я надеюсь, вспомню потом, если не забуду, я попробую сделать этот обзор, как вы говорите. Горы не поймут. Так. Люди, я пойду отдыхать. Дейрейс Хуил, спасибо огромное за то, что были со мной. За то, что вам было интересно, то, что я здесь пытаюсь говорить. Сейчас я пойду отдыхать. Дейрейс Хуил, бюсте халюшу. Дал это был масера. Хую тебе, пожалуйста, на вопрос Эльзы Кашаевой. Ну, задайте его снова хотя бы, что случилось. Вы его задайте в комментариях, и контакты обратные оставьте. Вопрос, на который нужно обязательно ответить, задайте в комментариях под этим видео и оставьте свой какой-то обратный номер телефона. Или я, или мои помощники с вами свяжутся и ответят на вопрос
по крайней мере, если мы сможем на это ответить. Так. Данклер Принц. Почему у нас в Чечне старые квартиры сельсовета не приватизированы? Так. Ваша тоже напиши свой вопрос этот потом под видео в комментариях. Оставь, пожалуйста, свой обратный телефон, номер телефона и это самое. Мы выясним, что к чему. Я поручу, чтобы вам дали ответ на этот вопрос. Хорошо? Так, Кахарюй, прямой эфир. Таханам хрят. Тахан хрят. Я завтра часам, примерно с 9 до 10 в этом промежутке попробую выйти в эфир хотя бы на полчаса. Диктуй. Все. Дейрейс хорошему сан. Бюсте галел дал это был. Дал борца было. Дал генхетом было. Ади көрші.